Жизнь, посвященная служению исламу. Фильм посвящается 125-летию со дня рождения Гарифуллы Ишана Гайнуллина. На территории России исторически сложился традиционный ислам, неотъемлемой частью которой является суфизм, путь нравственного самосовершенствования и приближения к Аллаху. Духовных наставников на этом пути называли ишанами, а их учеников – муридами. Ишаны во все времена истории татарского народа играли большую роль в развитии ислама, религиозного просвещения, нравственного воспитания и исцеления людей от многих духовных телесных болезней. Одним из известных татарских ишанов советского периода был Гарифулла Хазрат Гайнуллин. Он родился 24 марта 1894 года в деревне Аксу Буинского района Республики Татарстан, окончил начальную примечательскую мектебе, затем учился в Буинском мадресе. Помимо религиозных наук, хорошо изучил арабский и персидский языки. В возрасте 20 лет он выехал из деревни на заработки угольной шахты Донбасса. Вскоре в 1915 году был призван в царскую армию. Участвовал в Первой мировой войне. В боях под Варшавой был тяжело ранен. Пройдя госпитализацию, в 1917 году вернулся в родную деревню. С установлением в стране советской власти в конце 1918 года он был мобилизован в ряды Красной армии и участвовал в гражданской войне. В боях с белогвардейцами получил тяжелые ранения, находился в плену. После освобождения на фронте служил телефонистом и только в 1921 году вернулся на родину. В том же году в возрасте 27 лет женился на односельчанке Разии Нурмухаметовой, работал на своей земле и личном хозяйстве. Будучи грамотным и уважаемым односельчанами, Гарифулла Гайнуллин в 1923 году был избран членом сельсовета, в 1924 году членом правления кооперации Аксу, а в 1927 году членом правления кредитного товарищества деревни Аксу. В связи с коллективизацией тяжело бедственному положению деревни вынуждает его в 1930 году уехать на заработки в город Шатура Московской области, где он работает на стройках. В 1933 году возвращается в родную деревню и живет на доходы личного хозяйства. Традиционно жители его деревни славились выращиванием и продажей овощей, особенно моркови и семян. В 1933 году Гарифулла Гайнуллин настигает большое испытание. У него и его 12 соседей полностью сгорают дома и все имущество. Трудное экономическое положение снова вынуждает его выехать вместе с семьей на заработки в Узбекистан, в город Ташкент, где он устраивается путевым сторожем на железную дорогу. Проработав некоторое время, в 1935 году они переезжают в город Махачкала. Ему активно помогает родственник со стороны жены, известный религиозный деятель, ученик Зайнулла Ишана Расулева Баязид Ишан Хайруллин. Гарифулла Хазрат устраивается на работу бригадиром Дагестанский рыбный трест. В эти же годы становится муридом Баязида Ишана и подробно изучает суфизм накшбандийского тариката. Спустя 2 года Гарифулла Хазрат, тоскуя по родине, в 1937 году вместе с семьей возвращается в родную деревню Аксу. Работает в колхозе и личном хозяйстве, строит дом, продолжает совершенствование в суфизме. 22 июня 1941 года всю страну настигает огромные испытания. Начинается Великая Отечественная война. В апреле 1942 года Гарифулла Хазрат снова был призван в ряды советской армии. В Казани он проходит обучение военному делу, затем направляется на оборону Сталинграда. В кровопролитных боях получает тяжелые ранения, долго лечится в госпитале и по инвалидности освобождается от несения военной службы. Вернувшись в родную деревню, он работает в колхозе и личном хозяйстве. После войны Гарифулла Хазрат часто ездит в Махачкалу к своему наставнику Баязиду Ишану для получения религиозных знаний и духовного самосовершенствования. В одной из таких поездок он достигает уровня Ишана и становится духовным наставником. В своей деревне скрыто ведет религиозную деятельность, лечит людей, еженедельно тайно проводит коллективные зикры. В 1951 году Гарифулла Ишан с своей семьей переезжает в город Казань. Работает сторожем в отеле «Химчистки» и других организациях. В октябре 1956 года выходит на пенсию. В Казани Гарифулла Ишан еженедельно тайно собирает своих учеников, проводит коллективные зикры, участвует в их духовном воспитании. Близко общается с пожилыми ишанами того времени, как Абдульханан Софиуллин, Ахмад Заки Софиуллин. Он постоянно посещает единственную мечеть города Казани Марджани, занимается духовным врачеванием Ишкру. Из дальних краев страны к нему часто приезжают люди на лечение, за советом и решение жизненных проблем и для получения его благословенных молитв.
Естественно, в период воинственного атеизма СССР его деятельность была под постоянным жестким надзором внутренних органов. Но благодаря его дару предвидения проверяющих агентов, безупречной репутации как ветеран 3 войн, честного труженика, семьянина, личного обаяния, мудрости, он смог избежать участи преследования и скрытно продолжить служить исламу. Гарифулла Ишан любил путешествовать. Он часто приезжал в город Буинск, где жили его близкие друзья и последователи, среди которых был религиозный активист Абдульмалик Мулюков и имам Камиль Бикмухаметов. Буинские мусульмане его с радостью встречали, устраивали религиозные меджлисы. Каждый свой приезд он непременно посещал старое татарское кладбище, где были похоронены ишаны и известные религиозные деятели дореволюционного периода. Гарифулла Ишан Гайнуллин прожил всю свою жизнь честным трудом. Он многие годы весной подрабатывал на продаже семян. Ему даже удалось накопить более 2000 советских рублей для совершения хаджа. С этим намерением на протяжении нескольких лет он обращается в органы советской власти. Наконец, после многочисленных проверок, учитывая его военные заслуги перед Родиной, в 1957 году ему дают разрешение. Таким образом, в возрасте 63 года, в числе немногих мусульман СССР, ему посчастливилось совершить большой хадж в святые земли Мекки и Медины. Вместе с женой Разия Абыстай Гарифулла Ишан воспитал 13 детей, многие из которых умерли еще в младенчестве. В настоящее время в городе Казани проживают и 2 его дочери – Зубарджат и Джаухарья. Гарифулла Ишан всегда с пользой проводил свое время. Помимо работы, ежедневно совершал дополнительные молитвы, зикры, читал Коран и религиозную литературу. Интересовался политической ситуацией в стране. Зная арабский язык, любил слушать вещания зарубежных радиоканалов. Он никогда не занимался накопительством денег и имущества и поиском славы. Из заработанных денег и дарованных ему милостей щедро помогал нуждающимся, особенно своим ученикам и молодежи. Предпочитал носить классическую татарскую одежду, был умеренным в еде. Гарифулла Ишан очень любил свою семью и близких. Особое внимание уделял он своим ученикам-муридам. Всегда с ними встречался, всячески их поддерживал по жизни. У него был большой круг знакомых и друзей. В то же время умел остерегаться от нечистоплотных людей. При разговоре умел часто подшучивать, поднимать настроение собеседнику. В молодости я еще до армии часто бывал в гостях у Гарифулла Хазрета, общался с ним, получал от него уроки небольшие. Такие люди, как Арифулла Хазрет, это были истинно духовные люди, и мы, к сожалению, некоторые люди не понимаем их слова, их поведение, их образ жизни, даже, к сожалению, мы не можем представить. Но мы знаем точно, что мы на сегодняшний день очень богато живем материально и мало заботимся о своей душе. Эти люди, как Арифулла Хазрет, были духовные люди, душевные люди. Они заботились всегда о чистоте души, об искренности, о предании себе к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому мы должны больше свои дела посвящать Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, свою жизнь и больше делать зикр. Зикр в том плане, что мы должны быть благодарными Всевышнему Аллаху, и пусть Аллах Субхану Тааля даст нам таких ученых, таких знатоков, как Арифулла Хазрет, и пусть наша религия будет искренней и целостной и правдивой, иншаллах. Известный татарский ишан Гарифулла Гайнуллин, несмотря на тяжелые годы атеизма в стране, внес заметный вклад в сохранение ислама в татарском народе. Он был духовным авторитетом своего времени. Современники Гарифуллы Ишана отмечали его как человека яркой внешности, обаяния, простой доброжелательной натуры, высокой морали, глубокой религиозности и познания. Он обладал необъяснимыми качествами, присущими только ишанам, приближенным к Аллаху людям. Он чувствовал внутреннее состояние собеседников, давал им нужные советы, никому не отказывал в помощи и в поддержке. Без всякой корысти, похвалы, искренне служил людям, любил их и всячески помогал. Поэтому пользовался всеобщим уважением и любовью среди верующих. Покинул этот мир Гарифулла Ишан 6 апреля 1984 года в возрасте 90 лет. Он был похоронен на мусульманском кладбище Новотатарской Слободы города Казани при участии огромного количества людей. Продолжателем духовного пути оставил Камиль Хазрата Бикмухаметова. Однако он не смог вести духовное наставничество,
После его смерти в 2000 году древняя сельсиля татарских ишанов и суфийские традиции Поволжья на время прерываются. Ну, я много раз общался с Гарифуллах Хазратом, был в его доме, от его лица всегда сеял луч. У меня воспоминания остались такие, что до сегодняшний день я еще, наверное, не встречал такого человека, который посвятил себя, который оставил мирское и денно и ночно молится. До революции у нас были ишаны Хазраты и в Башкортостане, в Татарстане, и в Магнитогорске, и в Троицке, в других городах нашей страны было. Но на сегодняшний день, оно, конечно, вот это преемственное поколение, оно прервано было уже в 80-е, 90-х годах уже. Вот. Хотелось бы, чтобы оно возродилось. Иншаллах, думаю, что такие ишаны Хазраты, это суфизм есть и в Турции, это есть в Средней Азии, это есть у нас в Дагестане, вот сейчас Ахмад Хаджи, муфти Ахмад Хаджи, который тоже преемственность перенял. Вот. Поэтому думаю, что это тоже к нам придет тоже. Да Аллах, чтобы тоже мы получали от них тоже много-много дуа за наше потомство, за мир, потому что как бы не хватает такой духовности, которую они передавали. Гарифулла Ишан остался в памяти народа как яркий подвижник ислама, благодаря которому многие стали на путь истины. Он был одним из немногих мусульманских деятелей, сумевших сохранить и продолжить суфийские традиции в Среднем Поволжье в трудные годы преследования верующих за их убеждения. Пусть Аллах будет доволен им. Фильм подготовил Рашид Маликов.